да и геополитика. Вещь очень прямая, но когда ты занимаешься ею, есть места, где нужно гибко обходить некоторые острые углы. Мы, к сожалению, не всегда это понимаем. И это наша и ошибка, и беда. Но по воле Всевышнего, я надеюсь, с каждым разом мы становимся более сильнее, умнее. По крайней мере, хочется в это верить. Очень сильно хочется в это верить. Мы допускаем грубейшие ошибки. Ошибки эти заключаются в таких вещах. Ну, давайте, например, я вам покажу в чем. Если я его не удалил, кажется, я его удалил, да? Ну, к сожалению, удалил на другом телефоне. Сейчас постараюсь его отправить. Так, давайте сейчас я вам покажу одну из ошибок. И причем эти ошибки мы не исправляем. Мы оставляем их с такими отговорками и разговорами, типа «Изам дуракер», это несерьезно, это не важно. Надеюсь, всем было понятно, а кому непонятен этот короткий ролик, я поясню. В прошлом году, 5 октября, создан, придуман новый флаг, якобы в кавычках, акинского народа. То есть часть чеченского народа, который борется и никак не может даже вернуться в свои родовые дома, на свои земли предков, создает ролик, распространяет его в социальных сетях о том, что 5 октября создан отдельный флаг акинцев, акинского народа. Официально там типа расписывает. Это называется разжигание, это называется раздробление, это называется как раз таки в этом заключается корень зла. Не решив самую главную и основную и самых главнейших проблем, создаются вот такие вот ролики, вот такие вот посты. Многие у нас мега-ученые говорят, это несерьезно. Это все на уровне социальных сетей. Это вот, ну это вообще не наш уровень. Из таких материалов буквально через лет 5-10 появляются люди, которые пользуются прекрасно этим. Вполне возможно, что даже человек, который создал, не является представителем акинцев.
чеченского общества Эхкы, Лам Эхкы или ауховцев, он вполне возможно, ну, вообще из себя ничего не значит. Но вот такие вот пробросы, они есть. Этим пользуются. Завтра есть такие же, вы помните, нет, не знаю, где-то год тому назад такая же тематика возникла и у другого чеченского тейпа, Нохчи тейпа, исконно Нохчи тейпа. И сказали, и начали мне говорить, ой, это ничего серьезного, ну подумаешь, у каждого общества будет свой флаг. Нет, уважаемые, вы не понимаете, а мы еще не готовы к этому. Не готовы к тому, чтобы у каждого тейпа был отдельный флаг, отдельный герб, потому что мы до конца еще не сформировались, имеется в виду, не объединились в единый монолит. До сих пор у нас есть сплетники, валейкум ассалам, сказочники, которые делят, отделяют отдельно. И ауховцев отделяют, и акинцев отделяют, и мелхи отделяют, и уастхой отделяют. Не только это. Понятно, это еще, здесь-то они еще так называемый тухум варш. Это-то хоть имеют из себя какую-то. Но даже майстой, который является тейпом, который не входит в состав никакого вара, начали приписывать к соседний народ к себе. Кто-то отреагировал, кто-то понял меня, а кто-то просто очередной раз проигнорировал. И вот когда игнорируешь каждый раз вот такие вот моменты, в конце концов возникает внутренний разлом, сепаратизм, или назовите его как угодно. Да, сегодня на территории Чечни, Нохчичу, это не допускается. Но за пределами уже начали проводить вот такие вот. Года два тому назад приезжали сперва просто якобы посетить Бамут, а потом развернули флаг, сказали, что вот это официально флаг Орстхоевского народа. Теперь появился в прошлом году флаг Акинского народа. Самое интересное и самое поразительное во всем этом, что ни один из этих обществ тейпов единого Нохчи народа пытаются создать якобы отдельные народы, пытаются. Но на чем они основаны? Для формирования отдельного народа должно быть отдельный язык, отдельная культура, отдельная архитектура, отдельное государство или вообще государственное образование должно быть когда-либо существовавшее, но его не было никогда. Пример тому: в конце 18 века отделили часть Нохчи народа, образовали из него, сегодня всяческими путями пытаются отделили, и получилось сегодня по ДНК, по крови. Все прекрасно знают, что один народ, но ментально уже абсолютно разные. Ментально разные. И вот так ментально разные, если вы должны понимать смысл слова «отдельный народ». В Дагестане отдельные народы. Приблизительно, грубо говоря, 38 или 40 народностей, этносов. Но их можно понять. У них язык разный. Они друг друга не понимают. Отдельная культура. С одного селения не понимают людей, с другого селения вообще не понимают. Ни бельме не понимают. А мы, начиная от Сулака, от Ауха, и заканчивая Дарьяльским ущельем, понимаем друг друга на все 100%.
Но сегодня уже ныне Серноводским районом. Пускай сегодня уже мы разные две нации. Нации, как угодно называют. Вот в этом проблема. Как могут два брата с единым отцом разойтись и придумывать себе и говорить: нет, мой отец был другой, у него был другой флаг, у него был якобы другой язык и так далее, и тому подобное. Многие люди, которые подписаны на наш канал и слушают последние 4 года, так и не поняли, для чего наши лекции по истории, наше единение по культуре, по географии, не понимают ничего. Весь мир, включая даже наших соседей, возьмем Грузию, допустим, или даже та же самая Армения, они пытаются объединиться. В Грузии 4 разных языка. Но что в Батуми живут, что в Тбилиси живут, что далеко в горах живут, они все называют себя грузинами, объединяя свой народ. Хотя Грузия больше, чем наша республика. Грузия по численности больше, но они объединяются, и все нормальные люди знают, что значит объединение. Это Чечня, но Чечня это не российское государство, где каждый себе может позволить там, или может сказать: я там отдельный, там у нас отдельный язык, отдельная культура. У нас нету этого. Мы не федерация. И не понимают этого. Когда не могут ничего обосновать, придя в эфир или общаясь в прямом эфире, начинают обсуждать мою внешность, мою молодость, студенчество и так далее и тому подобное. Почему? Потому что никто не может доказать, что Экки, Уарстхуай, Мелхи, Ируай, Дишни, да любые, кто бы то ни был, что это разные народы, не могут этого доказать. Почему не могут? Потому что на самом деле это все единый народ. Один единый народ с единой культурой, с едиными традициями. Самое максимальное, что есть, это небольшое вот диалектическое или говор, наречие. Вот и все. Вот и все. Никакой другой разницы нету. И когда ты заходишь год, вы должны понимать, если бы не было проблемы, валлахи, биллахи, таллахи, я бы не стал бы это обсуждать. Я бы сказал: все, в этом плане мы одно единое целое. Буквально в прошлом году создан этот ролик, и говорят, 5 октября отныне 2021 года есть акинский флаг акинского народа. Экки это один из больших иваров, Илам Экки это один из больших тайпов. Очень мужественных, боеспособных, единых единый чеченский народ. Зум снайпер, хазарон, да. Но у людей какое-то понимание данной ситуации такое пофигистическое. Именно наши враги, ненавистью относящиеся к нашему народу, завистью, с желчью своей, они используют этот момент. Вот этот ролик, это просто-напросто подарок для Сюли или Газгунки. Они просто будут рады, если это не при их поддержке созданный ролик. Рады будут. Почему? Потому что они скажут: если вы один народ,
Если ауховцы это часть ночи народа, валейкум ассалам, то у вас что, отдельные флаги и так далее и тому подобное. Есть люди, которые пошли дальше и пытаются сегодня сочинить. Валейкум ассалам, ваша. Придумали вам флаг отдельно, ваша. Сочинить алфавит отдельно. Встречаешься с некоторыми людьми, необразованными людьми, я понимаю. И я с дискуссией с ними разговариваю, а он мне говорит, Чеберлай, своеобразный модей бахцу. Асбаамо, Чеберлай, Чеберлай, модец. А вот за такие вот вещи люди цепляются. Люди, ненавидящие нас, используют. Используют нашу безграмотность. Да, ваша, это так. Сказать-то я скажу. Вот. Но просто-напросто все вот эти вопросы, когда возникают, потом в этом гнезде, комке всего этого непонятного нарнийского сказочного мира появляются высказывания, разговоры. Шашхич баца, ушдал асту без, даба без, херда без. Вот так ведь нельзя. Так нельзя. Вот из-за этого, отделив одну часть, отделив другую часть, третью часть, можно вносить разлад, вбросить, проплатить, стравить и завязать очередную или гражданскую войну, или сепаратизм. И не дают создать ни единую республику и все остальное. Потому что вечные проблемы. А со стороны грамотные люди, тот, кто занимается геополитикой, политикой, они говорят, вы не люди, вы варвары. Вы не знаете элементарных правил того. Вы единый народ, мы смеемся с вас. Вы единый народ, а вы между собой воюете. У вас между собой кровная месть. Вы не имеете права на существование, и поэтому вам нужен всегда жандарм, который будет бить вас по голове и говорить. Вот тогда яхвел нах араболе ишдухалет, и происходит конфликт. Через 50 лет это будет, через 100 лет это будет, через 200 лет это будет. Что же полезно для нас? Что для нас важно? Что для нас самое важное? Все представители всех наших тейпов, исконно Нохчи тейпов, должны сказать, важно то, что Нохчи это единый народ. С единой культурой, единой родиной. Это касается не только нас, это касается и адыгов, наших братьев, и лезгинов, наших братьев, и так далее, и тому подобное. С единым языком, с единой культурой. А дальше, основываясь на этих принципах, нужно печатать книги, нужно приводить контраргументы, аргументы железные, показывать людям. У нас такой народ с нашими колоритом наших тейпов, они любят, чтобы про каждого, там, я не знаю, чтобы про каждый, про свой личный тейп, чтобы рассказать. А если их общие истории покажут, вот наш общий народ, но здесь есть такие-то, такие-то, они являются монолитом этого.
Тогда наха превращается и в этнос, и сильный народ единый становится. Когда про одних хорошо, про других забывают, эти начинают включать обиженку, и если не образованный, тем более, пытаются отделиться. Искать на стороне каких-то, я не знаю, финансирования. Люди, ненавидящие нас, конечно же, будут пытаться это использовать, подиначивать и говорить, вы же на самом деле не ногчи, или они отдельно, и так далее, и тому подобное. Появляются норницы, которые сочиняют сказки, начиная там про Ермолова, начиная там, что он там строил мечети и так далее и тому подобное. Абсурд, да, ложь, да, но когда его оставляешь, они реально пользуются методом Геббельса, Йозефа Геббельса. Ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Ильяс Гадаев. Правильно, исторически правильно. Через А. Нахчо. Сегодня в литературном языке, сегодня и Конституции везде пишут через О. Но исторически через А говорили. Нахчо. Нахчидуа и так далее. Вот. А что касается названия Чечена, это уже как... Борз, нам знаешь, кто нужны? Я тебе скажу честно. Нам нужны, кто будет всегда тратить свое время, работать бесплатно и говорить бесплатно, оставив все свою жизнь, все остальное. Вот такие люди нам нужны. Вот так хотят, чтобы занимались этим. Так не бывает. К сожалению, не бывает. Все проводить это очень трудно одному. Вот так вот. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ну, задавайте вопрос, я так понял, вы не сильно хотите, чтобы я немножко зачитывал нашу очередную лекцию. Вы не обижайтесь, уважаемые мои братья и сестры. Но практика такова, что во всем мире считается нормально заниматься блогерской деятельностью, историей, всем остальным. И люди, которые занимаются другими делами, друг друга становятся помощниками. У нас немножко иначе, к сожалению. У нас тот, кто занимается чем-либо, если он это делает бесплатно, то пытаются до конца, чтобы Аулу бесплатно. Ничего не проси, рекламу не размещай, ничего не делай. И начинают все, когда ты размещаешь рекламу, когда ты говоришь, что нужна поддержка, спонсорская поддержка нужна, и все остальное, когда ты говоришь, получают хорошие спонсорские деньги, гранты, гонорары, работают, им никто не говорит. Это вот немножко такая ситуация, с которой сталкивались. В начале 18-м я призывал, чтобы было больше ребят. В 19-20 году очень много появилось Zoom Sniper. Выйти до Дезардуса, если бы ты мне на второй номер мой вот прислал, Ажлур Варсу, но ты мне на этот же номер прислал, поэтому я не могу его увидеть. Сколько было в 19-20 году? Резко блогеров стало очень много, начали активно все работать, но многие поддержку не получили.
И начали закрываться. Как я начал в начале один, и в конце сейчас нас остается там 3-4 человека, которые еще более или менее держатся. Я более активно, конечно, закидываю, чтобы вас не потерять, чтобы вам показывать, что проблема не иссякла. Она завуалирована, но она есть. Должен быть патриотизм, должна быть любовь к своей родине, к истории и всему остальному. Ничего не поменялось. Проблема как была, так и остается. Да, я не пытаюсь и не собираюсь никого там перекидываться на соседние проблемы и так далее, и говорить, что вот они такие. Я не буду этого делать. И никогда не делал. Я лишь отвечаю на тот негатив, который бывает в адрес нас. Ни один раз мораторий я не нарушал. И фактически всегда его соблюдал. Вот так и получается. Поэтому, благо еще есть более старшее поколение. Я не знаю, Ибрахим подключил сейчас YouTube или нет. Вот в YouTube я знаю, что есть человек 100 из старшего поколения, которые всячески пытаются помочь мне и книгами, и материалом. Финансово у них положение такое же, как и у меня. Пытаются помочь хоть чем-то. Они взрослые люди по 50-60 лет. И причем некоторые живут даже не на нашей родине. Но у них сердце болит за нашу историю, за нашу географию. У них любовь к нашему народу. Не такое там, знаете, сегодня я с вами, а завтра, ну, вы разбирайтесь, а я пойду дальше. Вот. Поэтому нужно понимать, нужно знать. Мы говорим же не о политике. Мы говорим о любви к нашей родине. Нохчи чуе, нохчи ам, нохчи адач, нохчи муат, байрак, гайрак. Вот. Маргал шадег действует. Многие спрашивают, это же адыгский флаг. Да, это адыгский флаг наших братьев-адыгов. Вот это мне подарил наш брат адыг Руслан Битоков, кажется. Давно его не было в эфире. Он подарил здесь сзади, на спине у меня написано, видите, написано Башлам и горы. А спереди флаг адыгского народа. Не черкесского, именно адыгского народа. Прошу называть каждый народ, автохтонный народ, своим именем. Вот. Поэтому нужно больше. Эла пешху горому шише по-разному. Цацпочан маргашул, хиллаш. Над этим мы еще работаем. Ладно. Продолжаем. Валикум ассалам, Палестина. И так далее. Бойс харнохчу ассалам алейкум башлам. Валикум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бойс хар. Маргал ол. Маргал ол. Не сёх. Ну, я думал, что многие из наших после того, как прикрыли валикум ассалам, Инстаграм потерялись, но я смотрю, уже все потихоньку делают шпу.
не забывайте подписаться на наш YouTube канал bashlam.39live. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал. Подпишитесь, нажмите на колокольчик. По мере возможности оставляйте. В YouTube эфиры мы не прекращаем и не останавливаем. Там очень много наших и лекций по нашей истории. Да, единственное, эфиры одновременно дебаты проводить, конечно, там не вариант. Но подписывайтесь, так вопросы задавать можно и так далее. Вот на YouTube канал. Мы есть в YouTube, Telegram, ВКонтакте, Instagram 2 канала, bashlam.39live и bashlam.39live. И 39 и 39 live. В Твиттере мы есть, в Фейсбуке мы есть, в Телеграме мы есть. Везде вот то, что здесь мы закидываем. Дальше. Как говорится, остальные, все социальные сети, кроме ТикТока и Одноклассников, у нас есть. Башлам Цхаб Бюх расследование Майер он Йохович в Телеграме. Я не знаю, что за расследование, дела нету. Расследование, там сын эмигранта, я не знаю, взял мои старые фотографии, которые я еще в студенческие годы, было лет 12 тому назад, мы встречали олимпийского чемпиона нашего Нохчи Онах, Буэйсера Сайтиева там и так далее. Это фотографии взяли, там видно медали и все остальное. Пытались там повернуть фотографии студенческие. Хотя мне оправдываться нечего. Не нужно мои грехи брать на себя, поверьте. Не потянете. Лучше слушайте историю, слушайте аргументацию истории, тейпов, географию, историю. Задавайте по этим вопросам. А моя личная жизнь не должна волновать. Если моя личная жизнь интересует кого-либо, я не знаю, если вы, конечно, девушка или кто там, это надо встретиться, пообщаться. А в Инстаграме мой блог, это как блогер, я веду исторический паблик в основном. Здесь история, конечно, современность, история, культура, география. Мы затрагиваем, так, в принципе, очень обширно. Но не политика. Я не занимаюсь политикой. И не нужно ко мне заходить и задавать вопросы политического характера, если это как-то вскользь не касается. У нас есть Артур Бетербиев, король ринга в своем весе. Многие Нохчи его не знают, а Хабиба знают зато. Бос, об этом я делал статью. Артура Бетербиева не знать уже невозможно. Это наша гордость, это Нохчи Онах. Вот, Артур Бетербиев. Это ныне существующая, так сказать, звезда в мире спорта. Также и Хамзат Чимаев. Если из тех, кто был ранее, это Буэйсер Сайтиев. Это все наша гордость, наши достойные сыны Нохчи народа. Меня не волнуют политические какие-то амбиции или политические их взгляды. Меня не волнуют. Мне важно, что это достойные сыны Нохчи народа. Они во вред нашему народу ничего не делают. Это самое важное. В мире спорта, конечно, все немножко сложнее. Я со спортом, как говорится, я публикую всех Нохчи, Румыния, Германия, Австрия, Валикум, где бы они ни проживали, я публикую, когда занимают
лидирующие места, вторые, третьи места. Я везде пишу о них. И про них пишу. Если даже они ни разу родились даже за пределами. Поэтому с этим проблем как бы нет. Но я считаю, тот, кто не знает своих спортсменов, достойных сынов, Онхай, таких как Артур Бетербиев, Булаис Арсайтиев, Амзат Чимаев и многих других именитых, титулованных спортсменов, тому очень трудно, конечно, говорить, что он представитель нашего народа. Это, конечно, большая проблема. Должны знать своих героев. Если человек не знает, кто такой шейх Мансур или Ушурма, первый имам Кавказа, не знает, кто такой Байсангур, национальный герой Нохчи народа, не знает, кто такой Батуко, Талхейк, Шуайб, Мулла Центароевский, Бейбулат Таймиев, то как вы можете назвать себя Сонохчиу и так далее? Я чеченец, как вы можете сказать? Как? Не знать свою историю, не знать своего языка, не знать, ничего не знать о себе. Вот ты знаешь, что ты чечен, и все думаете? Не так все просто. Поэтому ты публикуешь документы, показываешь, хамаециш, арнохчи историю, арнохчи героиш бу, арнохчи тейпнеш ду, я тухумш ду, мелхей нохчи бу, майстой нохчи бу, эхкей нохчи бу. Когда ты говоришь, многие хлопают глазами, о чем дело, что происходит. Аухой нохчи бу, панкися ашбул, кистинч нохчи бу, кистой. Надо это понимать. Надо это понимать. Мне некоторые пишут, вот ты пишешь про Dual Cube, про Псидах, почему ты указываешь туда-сюда, почему ты пишешь? Потому что это наш народ. И они там живут, первыми поселенцами. Эти 1700 семей. И с тех пор, когда эта земля еще была малой кабардой, с тех пор они живут на этих землях. И мы не имеем права забыть о них, не говорить. Я и их, и детей, и спортсменов, я всех публикую. Это часть Нохчи народа. Алейкум ассалам, амин. Это часть нашего народа. И они, и в Панкисе, и в Европе, и в Казахстане, и в Иордании, и в Хумкар-Махках, Турции. Это наш народ. И мы должны им гордиться. Мухаммад дал сейду да духвахуат. Есть те, которые понимают это. Есть те, которые не понимают это. С людьми, которые понимают это, они должны послушать и понять. Понять, что только в единстве наша сила. Если люди достойные, любящие свой народ, свою историю, алейкум ассалам, Сайд Махмуд. Это хорошо. Хеза, гуш у хаза хез. Шахгираев, ислама мастиш. Алейкум ассалам, алхамдулилlah, дику. Сайд Махмуд. Дину, могшу. Кедадег махят, кедадег пока не айс, но дина у могшу. О, старая гвардия, Ауховский, Рамзан, Сайд Мухаммад, Ислам. Рыбалки целого ваша. Да, духваху аль-Ислам. На рыбалке давно не был. Искал, ой, цадук, да, ой, нохчи дук, бусулбадуш. Иншаллах. Бусулбадуш, нохчи душ, цадуш, ой, хилар, иншаллах. Делги. О, Бамутский, Альви. Бумтовский, Буарзахая. Ну, сколько, видите, сколько братьев и сестер. О, ваша.
Держимся. Ахчанс, буахчанс, му. Ахчанс, буахчанс. Пока положение дикиац, агмал. Дикиац. Дикни херду да уа. Мухва жизнь. Ислам, алхамдулилlah. Как всегда, Башлам, когда стерика уберут дамбы. Брат Адык, я не знаю, это не в нашей компетенции. Это должны сделать или федеральная власть должна. В Дагестане этого никогда не сделают, поэтому там же не одна дамба, там 5 или 6 дамб. Они будут находить сотни и сотни причин, чтобы ее не убирать. А пока есть эти дамбы, нормально рыба на нерест, пресноводные реки, в пресноводную реку не пойдут. Так что я очень сомневаюсь. Вега дег хадук. ДРС хилсайд Мухаммад. Но в данном случае Радег Раду ваша свядег сяду. Икру дешевую хочу. Боюсь, что ты дешевую икру не скоро еще поешь. К сожалению. Ладно, давайте продолжайте, задавайте вопрос. Если вы не будете задавать вопрос, я к этимологии топонима Кавказ зачитаю. Если вы не задаете вопрос. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Ибрахим, если что есть в Ютубе вопросы, у нас сразу идет эфир и в Ютубе, и в Инстаграм параллельно. Ислам, в любое время войдет штука, иншаллах. Башлам ковчег, хакарини цакарина ковчег, ха. Хаделдац. Так, и сегодня первый донат от нашего брата Адлана. Ну, Адлан каждый раз в эфире пытается помочь. Адлан, да саадуэл, да дукуахуэль. Да хадагмялля чунтир оба сахил. Сун Керин ба. Красавчик. Ассаламу алейкум, Башлам, брат, ногчи, полма. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, киндер. Через YouTube в основном смотрят с Европы, и через Instagram тоже смотрят с Европы наши ногчи, цундейра. Все, кто с Европы. Чем он так красив, спрашивают. Я не знаю, это не ко мне вопрос. Башлам, граница с Дагестаном у нас не решена, да? Граница с Дагестаном не решена и заморожена пока. По инициативе Республики Дагестан. Руководство Чеченской Республики сообщило о том, что хоть 3 часа ночи мы готовы решить этот вопрос. У нас есть все аргументы, документы. Но пока в данной ситуации, ва алейкум салам рахматуллахи баракату, насколько мне известно, вроде бы весь этот процесс заморожен по инициативе Республики Дагестан. В данное время я не думаю, что этот вопрос будет поднят, потому что идет, как вы знаете, пока эта ситуация. Из «Тьмы веков» книгу читал Башлам Базоркина, некоторые моменты приходилось зачитывать, если я не ошибаюсь. Идриса Базоркина, кажется, да? Может, ошибаюсь. Полностью не читал. Ой, выжари, хинскиет, бог. Ничего я не понял из того, что ты сказал. Мюшкиет, боа. Укиет, боа. Я так и не понял.
Время от времени нужно менять позицию, а то книга, это не книга, ну как, книгу, я не всю книгу читаю, я по одному параграфу, интересные моменты. Мы не закончили под Зурдзуком, конечно, но сегодня я хотел а, этимологию Кавказа, топониму Кавказа хотел зачитать. Вот. Можно Иберия, можно Колхида, но Башлам, тебя с адыгами путали когда-нибудь? Нет, не путали. К адыгам у Нохчи народа очень хорошие отношения. Как всегда, все, что невыгодно, замораживают братья-мусульмане. Ну, можно. Башлам. И Карин склеп мялханью. Что? Датировку пока не знают. Датировку не брали оттуда. Но, по крайней мере, его нашли такие же исследователи наши, ребята, которые поехали. Это буквально рядом с Бамут. Не нужно, многие говорят, что якобы, что эти склепы с территории, которые сейчас вернули, ну, то, что были украдены в 2009 году, а сейчас вернули обратно. Нет, эти склепы не с этой территории, это прямо фактически рядом с Бамутом, вдоль речки, рядышком прямо. Насколько я знаю, анализ не сдан, этих ни дерева, ни камня. Вот. Датировку этих склепов неизвестно. В этой футболке в Черкесии у тебя спросили бы, ой, адыги. В этой футболке я был, правда, не в Адыгее был в Кабардино-Балкарии. Никто ничего не сказал. Ну, не знаю, может быть. Я слышал, что Турции хотят адыгов присоединить Туран. Но адыги не тюркоязычные, во-первых. И никуда никого присоединить Турция не может. Турция бы, как говорится, Туран хотят включить в состав Турана. Ну, извини меня, состав геополитических воззрений Турции лежит не только Адыгея. Туда и Чечня, и все остальных они в одну карту загнали. Башлам, специалисты Балбай освоен, специалист. На свое усмотрение, на свои финансы, рассчитывая на, как говорится. У нас ночью свой Туран. Soon huyus as elaug ason abishatino ноутбук хаяч as ролик шахумша нарезать я сайбол билбар. Ну, а если ты пропал, и я тебя больше не видел. Кэсон уешь специалист вац, мне нужны карты, мне нужен очень хороший компьютер и книги. Мне больше ничего не нужно фактически. Остальное я по мере возможности сделаю. Конечно, там, можно сказать, там фотоаппарат и так далее и тому подобное, но это, я уже устал об этом говорить. Аржнаш балбая, сунца аржник мавальвент, он ногчичуа, туэшбон, беш. Этот туран помощнее будет или для врагов страшнее будет. Нет, это некий союз они хотят создать, на типа как ЕС, и главенствующей в нем, само собой, будет Турция. Ну, там входит в этот состав часть, не часть, там в основном-то включен весь Кавказ, вплоть до Азербайджана, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Татарстан, ну, вплоть, насколько я знаю, чуть ли не вплоть до Якутии, они говорят, хотя, не знаю, Аллаху алям, но карта была такая приблизительно. Была такая. Ведь свел вац, брат,
Ладно, мы что будем делать? А почему русский Мансура уже пророком? Он был религиозным деятелем, призывал всех, ну, вот поэтому в их понимании он был уже пророком, в их понимании. Он никогда себя не называл ни пророком, ни кем-либо таким. Это мощно, чем СССР будет, ничего себе. Ну, по СССР, конечно, по масштабу он не сравнится, а вот территория, конечно, раскидывается от Европы до чуть ли не Японии. Башлам Урарту Уэйхэлюй, да, Урарту Хуриты, урартийцы — это предки нахчийского народа, можно сказать. Хасанбек Масаров, ассалам алейкум, Башлам. Полностью с тобой солидарен. Никаких тейпов, флагов не должно быть. Флаг должен быть один, флаг Чеченской Республики. Хасанбек Масаров. Я еще раз хочу, чтобы вы понимали. Флаги муниципалитетов, это все, это вот как бы вторичный вопрос. Если вы находитесь в едином народе. Единый народ, единая там республика, государство, как угодно называть. А потом там муниципалитеты, все остальное. Это, ну, мы до этого не доросли еще. Не дошли до этого. Мы не можем объединить всех, потому что у нас есть сказочники, фантазеры, которые говорят, мы отдельно, эти отдельно. Эцан сюли бу олвай, эцан гюржи бу олвай, эцан галги бу олвай, эцан. То есть свои же тейпы мы и так называем и отделяем их. Из-за диалектов, из-за географического отношения там, и проживания там, и так далее и тому подобное. В Европе аспол ночи, там, европейские ночи, олвай. Ну это зачем? Зачем это? Зачем должен быть у европейских ночи отдельно европейский ночи флаг? Зачем должны быть у ауховских ночи отдельно ауховский ночи флаг? Зачем должен быть панкиси живут часть нашего народа, кистинцы? Зачем у кистинцев должен быть отдельный флаг? Это делит, это дробит, это уничтожает нас как этнос. Все солидаризируются с, я не знаю, становятся единым монолитом, сплачиваются все. И только у нас вот такая вот байдовина, которую, я не знаю, занимается какой-то, и все мы их знаем, говорят, аллаха ауда, говорим, серьезно, да, царь. А это потом нам выходит боком. И выходит это боком или во время депортации, или во время гражданской войны, или во время чего-либо. Башлам, ассалам алейкум. У меня вопрос такой. Ты в курсе, что мы кочевники? Ва алейкум ассалам. Насколько я знаю, мы никогда не были кочевниками и не будем, иншаллах. Со всем уважением к кочевым племенам, но мы не кочевники. Мы являемся автохтонным народом Северного Кавказа. И там, где мы проживаем, где мы сейчас живем, мы живем без малого, как минимум, от 7 до 12 тысяч лет. Ареал проживания наш был чуть больше, от братьев Адыгов и до озера Ван в Армении. Брат, это байдовина у нас больше, чем у вас. Но это проблема. Вот поэтому разделяй и властвуй. Нас делят, над нами властвуют. А потом мы удивляемся. Ой, бырцахуль, ой, ночи, алима, дигдацвай. Мы сами виноваты. Слышали такую тему? Вы кузнецы своего собственного счастья. Мы кузнецы собственной нашей жизни. Нету единства, возникает проблема. Нету единства, я, конечно, не говорю, что вообще нет, есть. Есть, 90% есть. 90% есть. Я не об этом, вы не думайте, что я сейчас вот так более утрированно говорю. Нет. Мы даже, для меня, даже единицы вот таких отщепенцев, которых нужно остановить и не допустить дробления своего народа. Выступать единым фронтом. Только вякнул, и мичеру, аухуя махру, аухуаш, але, ажал на вас, уайца дон, уайлахта югдиар зудиезон, уайцинош югдиар зудиезон.
и так далее и тому подобное. Как это было сделано в Панкисе? В Панкисе ни один представитель нашего народа не говорит, что кистинцы отдельный народ, то нохчи даться олса, то ормаш сигарбатся олса. Гальча, то нохчи идут, тай орам бойз, элла держится. Да, их немного, но они живут там 200 лет и держатся там очень компактно. Друзья, прошу вас не теряться, мне нужно перезагрузить. 2 часа закончилось. Перезагрузить, и если вам интересно, заходите обратно. Перезагрузите ESA. Не теряйтесь, у нас еще чуть-чуть есть трафик, мы продолжим. Вот. Масярга, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это вторая часть нашего эфира. Мы продолжаем вести эфир про историю, культуру, географию и все важное для нашего народа, для сплочения единства нашего народа. Вот. Надеюсь, что первой части нашего эфира вы были довольны. А что касается непосредственно вопросов, если вдруг что-то я сказал не так или сделал не так, я не говорю, что как бы у меня вся истина, и что я в последней инстанции говорят там только
то, что я сказал, это все правда, остальные лгут. Нет. Если я в чем-то ошибаюсь или что-то нужно поправить, или где-то я не прав, или дополнить меня, вы должны... Запрос на эфир пришел? Нет, не пришел. Вот. Вы можете отправить и запрос, показывая свое лицо, если вы хотите поговорить о чем-либо. Или же, конечно же, прислать в качестве вопроса можете отправить. Всем моим подписчикам с Ютуба, которые сейчас смотрят наш прямой эфир, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если мы знаем, иншаллах, мы ответим. Если нет, конечно же, воздержимся. И скажем, что не знаем. Есть много моментов в нашей истории, с которыми мы, конечно же, еще глубоко не знакомы. Особенно история древнего нашего мира, древняя история, с которой очень хорошо нас знакомит и Хасан Бакаев, и остальные более именитые, тоже такие же именитые, как Хасан Бакаев, историки наши, которые мы зачитываем в эфире, рассказываем об этом. Вот. Надеюсь, что вы этим довольны. Ладно, если у вас есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, мы можем немножко зачитать про топоним Кавказ. Вот. 60, 50. Так. 62. 61. Башлам, а кто самый древний на Кавказе из народов? Неправильный вопрос. Самый древний будет неверно. К автохтонным народам относятся грузины, нохчи, адыги, лезгины, и так далее. Дальше уже сами пускай. А здесь не будет адыги. Сейчас не показывает из-за того, что заблокирован Инстаграм. То есть блокировка на территории России через VPN. Поэтому маловероятно, что показывают. Точное количество не показывают. Кстати, в первой части нашего эфира написано, что 300 человек посетили наш эфир. И поступил донат от нашего брата Адлана. Адлан, огромное баракаллах, дал сауэл, а я тренил донат, дал духуахуэль. Ты и обычно Умар, два человека, которые всегда донатят и не забывают поддерживать. Да, под санкциями. Ладно, давайте я быстро зачитаю. Здесь все равно буквально на одну страницу. Согласно научным изысканиям, название Кавказ впервые встречается в трагедии древнегреческого писателя Эсхила о Прометее. Примечательно и то, что горный хребет Гиндукуш со времен Александра Македонского называют Индийским Кавказом. О Кавказе с древности слагались легенды. Вершины Кавказа, соседи звезд Эсхил, так говорил. На Эльбрусе искали цепи Прометея. На Арарате ковчег Ноев. На Казбеке ясли Спасителя. Мудрая в знании трав Медея славила кавказские травы. На Кавказе происходила борьба между Зевсом и Тифеем, огнем небесным и огнем подземным. На Кавказе боги Олимпа вели борьбу со старыми богами, титанами. Но несмотря на все это, вопрос о происхождении названия Кавказ остается нерешенным и открытым. Энциклопедические данные свидетельствуют о том, что Кавказ – это северная территория от главного Кавказского хребта, и осевую часть Кавказа составляет главный или водораздельный хребет
и боковой хребет с вершинами более 5000 метров. Кстати, грузины главный Кавказский хребет называют Кавкасиони. Следовательно, речь идет название с древнейших времен главного Кавказского хребта Кав-К-Аза. То есть указанные горы это сплошной хребет, стена, где имеется только один проход с проходимостью круглый год или ворота, так называемое Дарьяльское ущелье и Крестовый перевал. Само название Кавказ состоит из двух слов. Известно, что в нахчийских языках проход ворота называются Кав, и Аза у чеченцев и ингушей имя матери солнца, божества. Указанное название Аза, несомненно, соответствует названию страны Аза, 9 и 6 века до нашей эры, Араратская равнина, отмеченной в работе Аратуняна на странице 325. То есть речь идет о равнине солнца в эпоху государства Урарту и Нахрея. Если учесть родство нахчийского и урартских языков, то с тех самых времен часть предков чеченцев, нахчийцев, которые жили островками на северных территориях и оставляя на юге совместно с родственными картвельскими племенами наименование главного Кавказского хребта, проход, ворота через горы, в ту область, где жили их сородичи, к югу от Кавказского хребта. Точнее, Араратскую равнину, или Аза, называли Кавказией, то есть проход через горный хребет к Азе, к солнечной долине. Таким образом, слово «Кавказ» на основе данных нахчийских языков можно разложить на следующие элементы. Кав – проход, ворота, или Га – показатель направительного падежа нахчийских и урартском языке, и Аза – название божества, и потом равнина, где всегда обильно светит, греет солнце, то есть Араратская равнина. Перед Кавказ на фонетических, лексических, семантических уровнях нахчийских языков вполне закономерно. А то, что первая часть слова «кавка», полученная из «кавга», представлена в направительном падеже, это обычное явление в топонимике чеченцев, также ингушей. Ачарашка, очарашки, галашка, галашки и так далее. Более того, у нахчийцев имеются другие топонимы, обозначающие направление древнейшему божеству. Делие, Ария, место правления культа верховного бога Дела в древности. Это в языческие времена непосредственно. В районе селения Зумсвай. В этой местности называлось Дели Ария. Вместе с тем, корень слова «кав» или «ков» встречается и в словосочетании «ковкярт» – проход, ворота, ограда у нахчийцев, чеченцев, что свидетельствует о его продуктивности. В этих условиях вполне логично и научно правомерна этимологизация слова «Кавказ» на нахчийской языковой основе, сохранившейся в направительном падеже. Так она и зафиксирована у древнегреческого автора Эсхила. Известно и то, что образ Прометея древние греки переняли у нахчийских племен Кавказа. Существуют и другие точки зрения по этому вопросу. Направление Кавказ, Пи и так далее, который также имеет право на существование. Пока историко-лингвистических доводов в пользу последней гипотезы очень мало. Вот так, как говорится, закончилось у нас по этимологии Кавказ. Есть, конечно, еще параграф, который называется «Иберия». Если вам интересно, мы ее, конечно же, тоже зачитаем. Вот, по крайней мере, так. Если у вас возникают вопросы. Если нет вопросов, точнее.
Если вам просто интересно, не задавая вопросы, чтобы я зачитал, дайте только знать. И мы обязательно зачитаем вам. Если же вы устали и хотите просто-напросто уже субботний день отдохнуть, то скажите, и мы, конечно же, без сомнения, закончим свой эфир. Цасон Цандудас. Адык Башлам. Что? Дело не в язычестве. Никто не занимается язычеством. Я не занимаюсь оккультизмом или язычеством. Это история. Историю нужно знать, чтобы мы могли пояснить, что такое обозначает этимология слова «Кавказ». Если ты пытаешься сказать, что если при изучении истории ты возвращаешься в язычество, то извини меня, история будет наша очень короткая, и не сказал бы, что интересная. То есть ей будет всего лишь 1444 года, когда ислам начал только расходиться с Мекки и Мединой. С учетом того, что на Кавказе он появился в 8 веке и шел до Адыгеи тоже не так быстро, как мы сегодня думаем. И до Чечни, и до Адыгеи. Поэтому, то есть, я не думаю, что тебе интересна история только с 9-10 века. Дальше. Башлам, итяхиег хубайрахью. Ихаег. Это прислал мой брат Ибрагим. Deutschland. Немецкий флаг. Ну, скоро чемпионат мира. И мы болеем за сборную Германию. Точнее, я болею. По футболу. Дальше. Какие вопросы еще? Я вас слухаю. Футболист Ватсо. Но чемпионат мира смотрю. Нас язычниками никто никогда не назовет. Успокойся, брат Адык. Никто. Уж поверь мне, во всем мире прекрасно знают, как мы поднимали знамя ислама. Так что за это я вообще не переживаю. Амир Чеберла. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ну, про культуру я вам рассказывал. Кабанская культура, Кена-Харачоевская культура, производство техническая культура. Давайте я зачитаю строительство и архитектура. Адлан Гурсаев. Войшинни юпа дитвей. Иш нисхир дуйт нисхир те башла. Адлан Гурсаев. Войшинни юпа дитвей. Дитвей.
İşteyiz hır diye başlam. Adlan цақайтиса. Это ты насчет доната, я не понял, или что? Валейкум ассалам, детейлинг Юта, Вашани. Валейкум ассалам. Да, сегодня вы опять и наш брат Асламбек задонатил. Асламбек дал сидуэль, дал духуахуэль. Болдиснек, эзершка содолил. Вот сегодня 2 человека задонатили, и то хорошо. Башлам. А вообще ногчи до прихода ислама считали, что Аллах един. У нас, например, верили в единобожие, но с языческим вкрапливанием. Какая тема? Тема разная. Тема разная. Начали мы с того, что какой-то Чингачгук придумал флаги и назвал его, 5 октября назвал днем Акинского флага. У акинцев есть отдельный флаг акинского народа, он так говорит. Какую-то ерунду, не знаю, мозамбикскую придумал, ну да ладно. Сейчас тема, как всегда, касаемая нашей истории, поэтому разная тематика. Так, Башлам, например, да, у нас до прихода ислама был единый и главный бог, он назывался Дейла, и по-другому его называли Сейла, главный единый бог в язычестве. Потом, уже после принятия ислама, оно переформатировалось как единого Всевышнего Бога, Аллаха, и стало уже как бы применяться, использоваться к нему. А так, древние народы не могут утверждать, что они не были в язычестве. В какой бы ни было, то в любом случае в той форме, как мы сегодня знаем, монотеистическая религия. Хотя со мной спорят некоторые подписчики. Валикум ассалам бюстик хиюэль масе дал весел. Цахилам ястрей. Или асенс юбахе. Было ли какое-нибудь упоминание Галгая 1000 лет назад? Нет, не было. Так, дальше вопросы. У нас и сейчас Аллах Тхай называют. Ну, то же самое у нас Аллах называет Дейла. Я же говорю, теперь этот как бы формат на единого Всевышнего Аллаха перед. Насколько я знаю, я интересовался, вроде бы и у арабов до ислама Аллах был, у них название Бога тоже было Аллах. До ислама еще, если я не ошибаюсь. Флаг детейлинг Юта Хирю. Флаг детейлинг Хирю. Если бы ты увидел. Хотя да, частично можно. Ролик у меня есть, если хочешь, я могу показать. Я в первой части нашего эфира показывал это. Первое упоминание Аллаха нету, есть упоминание Глигви. Оно относится ко времени Вахушти Багратионе 1700, то ли 45, то ли 85. Скинешь мне? Да могу скинуть. Там коротко, буквально, я могу и здесь тебе показать. Айса мир ему на своем языке арамейском тоже Аллах говорил. Я не знаю, адыги, я не буду врать, что говорил пророк Айса, алейхиссалам. Я не могу сказать, что он говорил. Но арамейский язык, это древний язык. Давай покажу. Пришли. Я не знаю, за какие заслуги Владикавказ награжден званием города воинской славы. Да, я не знаю, или Грозный. Бои за Малгобек шли страшные, 14 раз.
Если в Сталинграде 140 потеряли, то здесь 120 тысяч. Да, да, бои шли. Я не знаю, за какие заслуги Владикавказ. Не сдержался я просто. Аллилуйя. Ну, так и живем, так и живем. Так что, детейлинг, у тебя есть свой флаг. Да, да, говорит. Если за Сталинград, говорит, погибло 120 тысяч, говорит, за Малгобек погибло 140 тысяч. Вот, да, без него было бы не весело, конечно. У него, понимаете, ему не понравилось, почему назвали Владикавказ, ну ладно, с Владикавказом, город Грозный назвали городом воинской славы. Непонятно ему, понимаете, у него диссонанс когнитивный, диссонанс никак. За Сенегал флаг майори, ну да, мало, Сенегал не Сенегал, им за Мозамбик флаг майори. Ну я и говорю, не знаю откуда этот Чингачгук его вообще. Я его спрашивал, вот Ильяс многих моих Ногчи братьев спрашивал, откуда. Он, походу, сам во сне увидел и нарисовал ее. Так что, да, говорится, да. Интересно, конечно. Чекиндес, как он любит сам себя называть, генералом стратегического назначения. Я так, говорю, совсем не... Ну, веселые же вещи рассказывает человек. Весело. Видите, иногда улыбка может появляться. Деру, Деру. Это вот одно из последних его видео, то, что я сейчас закину. Я не понимаю, говорит, почему, говорит, вообще дали городом воинской славы. Самое интересное, что Малгобек вообще сам был основан только в 1934 году. Вот. Вот это самое интересное. Ва алейкум ассалам. Да, дальше я что он говорил, что за кусок металла адыгские князья, говорит, работали на простых рабочих наших соседей, братьев. За кусок металла князья охраняли и работали на нарнийцев. Ты знала это, Мамонт? Вот человек знал об этом. Никто не знает, а он знает. Вот. Мирза Мирзали. А почему сейчас кумыки начали говорить, что Хасавюрт кумыкский город? Это правда? В честь Хасава, правда, но земля не была. Ну, хотя сейчас я слышал еще одну версию, что он принадлежал кому-то другому. Ну да ладно, это уже не мое дело. До Вакандер Вибраниум Мадуицу. Да. Ладно. Вы вопросы не задаете. Пока вы эти вопросы будете запоминать, как бы готовить, я зачитаю о строительстве и архитектуре. Это буквально немного. Послушайте, я думаю, что это очень важно и нужно знать нам. С древнейших времен у нахчийцев были свои замечательные мастера строительства и архитектурных форм, соответствующие всем инженерным требованиям. Что касается поселения древних племен, которым некоторые ученые предъявляют определенные требования, то здесь на первый план выходят, во-первых, вопросы строительства и архитектуры, во-вторых,
Проблема урбанизации. Для решения последней необходимо следующие предпосылки. А. Относительно высокий уровень развития общественного производства, особенно сельского хозяйства, которое могло производить прибавочный продукт. Б. Далеко продвинувшее социальное расслоение общества по имуществу и статусному признакам. В. Политическая интеграция первоначально обособленных землевладельческих общин, наличие аппарата насилия. Г. Развитие специализации, профессионализм в ремесле, в военном деле, в культурной практике и так далее. По данным научных исследователей, все эти предпосылки существовали в частности на территории Северного Кавказа, но не на таком антагонистическом уровне, как в Азии. Появившие на этой основе крупные поселения у навчийских племен и их родственников в пространстве Предней Азии и Кавказа свидетельствуют о наличии здесь в той или иной мере городов Дзурдзукка, Тушпа, Нашха, Шара, Дербент, Хоулигора и другие. Как отмечают некоторые исследователи, я надеюсь, вы запомнили название этих мест, исследователи во второй половине 8-7 тысячелетия до нашей эры, в период расцвета ранее неолитических обществ в Предней Азии, когда процесс формирования производящего хозяйства подходил к концу, повсюду происходили существенные изменения в архитектурных принципах. Постепенно начали переходить от круглых жилищ к прямоугольным. В связи с этим наиболее популярным жильем с древнейших времен на Северном Кавказе были прямоугольные наземные жилища. Вместе с тем, я хочу немножко отойти. В основном на Кавказе, из тех даже на нашей территории Нохчичу, насколько я сталкивался и смотрел, начиная от Дербента и заканчивая Осетией, Кабардино-Балкарией, Осетией, Адыгеей, везде башенная культура была в основном четырехугольная, или прямоугольная, или четырехугольная. И только в одном месте, в Шаройском районе, я наткнулся и нашел единую одну башню, не четырехугольную, а пятиугольную. Видео мы публиковали, если я не ошибаюсь, буквально недавно на YouTube-канале вы можете посмотреть. В селении Шикара есть пятиугольная башня, трехэтажная, ориентировочно где-то 17-18 века, ориентировочно. Дальше. Вместе с тем, архитектуре хурритов свойственен именно чисто прямоугольная форма сооружения, которая приобретает форму зиккуратов, строго вертикальной направленности. Подобный тип архитектуры мы наблюдаем в Ассирии в конце первого тысячелетия до нашей эры. Для сравнения можно привести данные башенной архитектуры навчийских племен. Большой научный интерес представляют следующие данные. Термины димто, башня, алу, селение, биту, дом, широко представлены в хурритской среде. Семейно-родовые, а также боевые башни – весьма обыкновенное явление в периферийных, особенно в горных обществах, слабо охваченных товарным производством и отстаивающие свои патриархальные порядки от окружающего государства. Про патриархальные это только в Шихарой. Я встречал только в Шихарой, Нохшу. Я встречал только в Шихарой. В других местах я, по крайней мере, не встречал пятиугольную жилую башню. Трехэтажная жилая пятиугольная башня. В другом месте я не встречал пока. Возможно, есть, но я не встречал. Ну что. А насчет особенно горных обществ, охваченных товарным производством и отстаивающих свои патриархальные порядки от окружающих государств. Я надеюсь, вы понимаете, мы до сих пор говорим, что в горной части или более закрытых обществ, таких как в Панкиси, у кистинцев, или в нашей горной части, и Тумкалинский, Шатойский, Шатойский уже более предгорье, Шаройский, Чеберлоевский, там
преобладает патриархальное общество, то есть оно более сильно развито, более сильно зафиксировано, более сильно соблюдаются традиции и обычаи наших праотцов. Чтобы было понятно, это я как бы риторически отступаю, но здесь это в научных работах указывается тоже. Но здесь говорится от окружающих государств. В данной ситуации это касается и Дагестана, и остальных там Осетии, Карачаево-Черкесии и так далее. Такие же башни распространены у кавказцев, жизнь которых не отличается, не забывайте, здесь идет сравнительный анализ с хуритскими и урарскими башнями. Такие же башни распространены у кавказцев, жизнь которых не отличается от общественной жизни горных хуритов в древности. Дело в том, что хуриты и этнолингвистически довольно близко родственные горским народам Кавказа. Что касается использования боевых башен нахчийскими племенами, интересным представляется то, что у хуритов типичным жилищем было многоярусная жилая башня, где в нижнем ярусе держали скот, а в верхних жили семьи. Ничего вам не напоминает? То же самое, что и в основном мы наблюдаем в наших башнях. Я говорю только в данной ситуации за нашу республику. Характеризуя рассматриваемую культуру, Шавкалишвили А.И. пишет об огромном значении жилищных, хозяйственных и оборонительных сооружениях тушин и нахчийцев, чеченцев в историческом прошлом, особо подчеркивая распространение одно- и двухэтажных жилых построек, а также многоэтажных боевых башен. Автор подчеркивает их изобилие в Тушетии и Чечне, Нохчичу. Это говорит Шавкалишвили А.И. Прошу заметить, не я говорю, не Бакаев. Наличие башенной архитектуры также исторически засвидетельствовано у хуритов. Подчеркивая генетические связи культуры Хури-Митании с Наири-Урарту, которая в свое время входила в состав этого государства, необходимо подчеркнуть влияние урартской культуры на культуру армян и других народов Кавказа, включая северокавказские племена, а также ее влияние и распространение на Месопотамию и Малую Азию, включая Иран. Например, для государства Урарту было характерно в основном два типа поселений. Укрепленные поселения, раскинувшиеся вокруг них небольшие, лишенные всяких оборонительных сооружений, населенные пункты. Ну, как мы видим, одна башня и вокруг много жилых маленьких башен, двухэтажных жилых башен. То есть это, как мы видим, Урарту делались по такому же. Населенные пункты. Первые в уральских надписях именуются крепостями. Сравнительно чеченский Нохчи, Гала, город, крепость. Вторые же городами, поселениями. Обращает на себя внимание тот факт, что при совместном развитии в течение почти 2 столетий культуры Урарту и культуры местных племен аборигенов Южного Закавказья, в этническом отношении они были близки к урартам. Многие архитектурные формы вобрали в себя ассимилированные элементы обоих культур, хуритской и урартских. Речь идет о хуритах и урартийцах. Сохранившиеся до сегодняшнего времени древние поселения нахчийских племен, одно и многоэтажное жилье, боевые башни, склепы, сделаны из камня. Говоря о горской архитектуре, нельзя не учитывать важную роль рельефа местности, а главное, о камне, в основном строительном материале, диктующие те или иные решения при возведении построек. Эти особенности во всей полноте встречаются и в урартской архитектуре. Так, если обратиться к народной архитектуре, в строительным приемам горцев Кавказа, поражает их способность возведения сводов на пуском камней, ложных свод, перекрытия дарбазного типа, дарбазного типа, использование консольных ступеней,
возведение балконов, напоминающих машикули. К сожалению, приходится возвращаться еще раз к мнению МБ Мужихоева, который имеет локальный характер. Он считает, что пирамидальные башни возникли на территории самой Ингушетии, а затем уже распространялись в другие части Кавказа, в том числе и в Чечню. Аргументами для необходимого взыскания служит постепенное количественное уменьшение башенных построек по мере движения от Ингушетии к востоку, ухудшение строительства, пропорциональности меньшей высоты башен в восточных районах Чечни. Однако, выводы, сделанные МБ Мужихоевым, не подкреплены сравнительными цифрами, таблицами. Он даже не учитывает количество фундамента былых башенных сооружений Чечни. И без них высказанные им суждения нельзя считать фактами. Им не учтено, что во время Кавказской войны многие отдельные башни и целые башенные поселки в Чечне были уничтожены. Об этом мы очень много говорили, приводили доказательства. Не только во время Кавказской, это непосредственно указывало, а мы зачитывали материалы ученых, российских ученых, военных, а также деятелей культуры, то есть, которые непосредственно в то время были на Кавказе и рассказывали, каким образом, варварским образом царские войска уничтожали башенные комплексы, выдворяя оттуда нахчийцев, народ и чеченцев. Тем самым показывали якобы превосходство своего оружия над тысячелетними башнями, которые были у нас. Дальше. Подобная практика встречается и в древности. Например, большой зиккурат Ура, который был сооружен царями третьей династии, конец третьего тысячелетия до нашей эры, был погребен под более поздними постройками и мостовыми, и спустя много сотен лет был обнаружен в Улле. Следовательно, поверхностный подход к решению этих вопросов чреват крупными историческими ошибками. Это по работе Мужихоева непосредственно мы говорим. Ошибками. В целом, каждая из вышеуказанных форм жилого комплекса подчеркивает по тому времени высокий уровень развития практически и освоения полезной площади. Строительная техника и художественного вкуса культуры древнего зодчества в целом. Дальнейшее расширение параллельных данных и сравнительное изучение грузинского горного жилища в свете общекавказского этнографического материала привело к установлению принципиального сходства горно-грузинского жилища, например, Хевсурские башни, замок Ананури и другие, с жилыми комплексами горцев Северного Кавказа. Мы сейчас определенно можем говорить о наличии у народов Горного Кавказа высокоразвитой башенной культуры, характеризуемой чертами значительного сходства, выделяя вместе с тем в ней три основных варианта в виде грузинского, нахчийского и осетинского жилого комплекса. В целом, в исторической науке существует мнение, будто бы башенная архитектура появилась в частности на территории Чечни в эпоху Средневековья. Однако северокавказская башенная и склеповая культура имеет свое распространение в высокогорных районах главного Кавказского хребта с древнейших времен. Так что остается не до конца выясненным время и причины их зарождения и развития, а также вопросы социальной принадлежности некоторых видов этих сооружений. В древности их сооружений свидетельствует мысль крупного ЕИ о том, что башенная и склеповая архитектура чеченцев сохранилась еще от времени родоплеменного быта. Вся палитра характеристик боевых башен Чечни, начиная с эстетических, заканчивая техническим, дана в специальной литературе. Относительно катакомбных сооружений считаю необходимым отметить следующее. Открытие древнейших на Кавказе и на всем северном Причерноморье катакомбных захоронений свидетельствует о весьма сложных этнокультурных процессах взаимодействия оседло-земледельческого населения Кавказа и подвижных скотоводческих племен Юго-Восточной Европы
приведших к формированию такого культурного симбиоза, каким является предкавказская катакомбная культура. Прежде исследователи отмечали кавказский характер металлургии катакомбной культуры, параллели в керамике, погребальной обрядности, сходство с антропологического типа кавказского населения и носителей катакомбной культуры степей. Открытие в Северо-Восточном Кавказе катакомб столь глубокой древности с учетом других факторов позволяет говорить о значительной роли древней культуры Кавказа в сложении степной катакомбной культуры. Вот таким образом мы зачитали о башенной архитектуре и непосредственно башенной архитектуре, о производственно-технической культуре и о строительстве и архитектуре. Хочу сделать, здесь есть одна сноска. В чеченском, навчийском представлении крупный населенный пункт с развитой архитектурой, жилые и боевые башни, считается городом, гала, город-крепость. Подобная характеристика поселения встречается и в надписях царей Урарту, где населенные пункты развитыми архитектурой названы крепостями или городами. Это ссылка непосредственно на нашу работу. Чтобы не было ни у кого никаких сомнений по поводу зачитанного материала, я хочу зачитать рецензентов, то есть кто полностью подтверждает данную научную работу. Рецензенты: доктор исторических наук академик Меликашвили, доктор исторических наук Академии Георгадзе, Г. Георгадзе, доктор исторических наук, член-корреспонденции Академии наук Грузии Пицхалаури, доктор исторических наук Г. Гасвиани, доктор филологических наук Чрелашвили К., доктор исторических наук, член-корреспонденции Российской Академии наук С. Аратюнов, доктор исторических наук А. Тер Петросян, доктор исторических наук С. Чишко и доктор исторических наук Джамирзаев С.М. Все эти люди являются авторами научных работ, которые мы с вами зачитали, чтобы не было ничего. То есть это древняя история чеченцев навчийских племен 3-1 тысячелетие до нашей эры. Книга великолепная, как вы знаете, материалы мы очень часто зачитываем. Надеюсь, вам спать не захочется. Сейчас я уже закончил. Попытаюсь ответить на вопросы, если у вас будут. И удалюсь во свояси. Я в надежде рассказывал, что вам интересно, но я не хотел, чтобы вы заснули или что-либо другое. Здесь в этой книге указывается, видите, некоторые люди пытаются даже в научных работах как-то подмять под себя, естественно, говоря, что архитектура или строительство башенных комплексов там является только от них, и оттуда зародилось. Но здесь научные деятели показывают, и Шохалашвили, и остальные говорят о том, что башенная культура очень сильно развита, и она похожа и в Грузии, и в Чечне, и есть и в Осетии. Также, насколько я знаю, башенные комплексы есть и в Адыгее, и в Балкарии, Кабардино-Балкарии. Поэтому тянуть, конечно, или говорить, что мы являемся УЦ, это немножко неправильно, с учетом того, что вся эта технология была, мы знаем и говорим о том, что это хурита-урарская, непосредственно по типологии и по формам архитектуры строили башенные комплексы именно они в таком формате. Поэтому, конечно же, можно тянуть, конечно же, можно считать и говорить, что вот мы являемся только прародителями всего этого, но, однако, это не имеет под собой никакого основания. И в Китае тоже башня. На китайские башни я, конечно, вообще не дошел до Китая. Там и Китай, и Италия, конечно, многие места еще есть, но про них мы не будем. Вот. Ибрahim, есть ли у нас в Ютубе вопросы, что-либо, кто-либо хочет узнать или чтобы хотели задать вопрос? Если у вас есть, я отвечу. Если же нет, попрощаюсь, дам вам возможность отдохнуть и не видеть вот этого
наглого человека, которого вы видите в своем телефоне, который не дает вам спать, рассказывая истории, географию, да и вообще, в общем, вопросы, которые интересны некоторым нашим подписчикам. Если у вас вопросы, если что-то я неправильно высказался, или что вы хотели спросить, задавайте вопросы, пока есть возможность. Конечно, мы ритм работы потихоньку восстанавливаем по мере возможности. Один из наших братьев, а точнее Магомед Хасмагомедович, я забыл, Софику, сестренка, держусь понемножку, честно сказать. Хотел бы поблагодарить Магомеда Хасмагомедовича. Он вне эфира, посмотрев эфир через YouTube, я так понял, задонатил, и благодаря ему мы сегодня смогли провести такой 3-часовой марафон истории. Огромное ему спасибо, дай Аллах ему здоровья, дай саду. В Дагестане тоже были башни ихние. В Дагестане есть башни, но они, честно сказать, немножко отличаются. Про Дагестан здесь не сказано. Речь идет все-таки больше наверное, все-таки от реки Сулак и дальше. В принципе, это сегодня Дагестан, конечно, можно относить. А так идет больше на западную часть. Дагестан там не указано вообще. Если бы там было указано, я бы зачитал. Вы уж извините. Хотя есть же материалы, где говорится, что построили валейкум ассалам Лалям Балаев. Но насколько мы знаем, в Хунзахе вроде бы была построена церковь. Да? Церкви Хунзахи, Нахчте и так далее были построены грузинами. Вот такие вот молильные, я не знаю, будет правильно. Ну, наподобие того же, как и, как это называлось в Ингушетии, Тхабаирды. Вот наподобие его места для жертвоприношения не скажу, если это было бы все-таки неправильно. Вот такие места для молельни, или, не знаю, церкви, как приходской дом, они были построены. Ингуши считают, что Галга, что они жители башен, но ведь Гала это не башня, да и они не Гала, Гай. Я не буду говорить про ингушей, это пускай они сами занимаются. Какие земли в Дагестане принадлежат Нохчи, кроме Ауха, Хасавюрта? Правда ли, что мы жили... Алейкум ассалам. Принадлежат, сказать, я не исторический выход к Каспийскому морю был у чеченцев вдоль реки Сулак. То есть левая сторона нижней части Сулака и до Терека. Все эта местность выход был у чеченцев. Это ныне Бабаюртовский, Кизилюртовский, Хасавюртовский, Кизлярский. Вот место Кизляр. Вот эта местность, если я не ошибаюсь, они все входили в ареал проживания чеченцев. Они проживали с выходом на Каспийское море. Уже во времена Петра I, потом уже окончательно во времена Ермолова, чеченцы были отогнаны и загнаны обратно в Верховье. Часть из них ушла в горы Ичкерии, часть из них осела в Аухе, Ауховский район. Вот так получилось, что мы потеряли выход к Каспийскому морю. Выход к Каспийскому морю есть, в чеченском словаре есть название и лодок, и морские термины есть, поэтому ничего удивительного в этом нету. Если бы не было, в принципе, они могли отсутствовать, но они все есть. Плюс к этому есть очень много и иностранных, и российских ученых, которые высказывались о том, что в
вплоть до острова Чечень проживали народ чеченцев. Вот, так что остров Чечень и залив Чеченский он еще назывался. Есть некоторые материалы, где это написано. Так что как-то так. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. А когда вы потеряли выход к Каспию? В начале 18 века. Первой половине 18 века. Вот. Но я бы сказал, начиная все-таки с конца 17 века и первой половины 18 века. Ну, то, что во времена Ермолова, что они были оттуда изгнаны, есть очень много документов, и можете посмотреть, где он там говорит, чтобы в многих местах Эндари называется чеченским селением. На картах она в многих местах тоже указывается как на территории. И Чарху, альхамдулилlah, держимся. Так что эта история, это было раньше так. Я не говорю, что сейчас это так. Сейчас уже все поменялось. Говорят, у армян 9000 лет истории, и мы с ними жили в городе Нахчеван. Нет, это неправда. Башлам. Все населенные пункты Дагестана с окончанием юрт на чеченские поселения. Чеченские поселения, ведь даги не используют это понятие, а мы переняли как место. Я не могу сказать, что все. Не могу честно сказать. Наши не могу сказать, что все с названием юрт, что они... Юрт — это тюркское слово, поэтому... А касание ойл, если я не ошибаюсь, это персидское, кажется. А юрт — это тюркское название, это не чеченское название. Так что все с названием юрт, что оно принадлежит нам, это недостоверно. Что еще вы хотели? Надеюсь, что ему сейчас жётенько там за все, что он натворил. Вопросы есть или нету? Не знаю, чтобы не сглазить, сегодня эфир идет уже сколько? Зашел я где-то 23:30. Сейчас 01:35. 2 часа в эфире. Восстанавливаемся. Может быть, ЗАС тоже в аду, Потемкин в аду. Ну, кто там в аду, кто нет, я не знаю, меня не уполномачивали по этому вопросу, брат. А так, Аллаху алям, я думаю, каждый получит по заслугам. Кто там в аду, кто где. Ибрахим, как-то странно, да, очень даже неплохо. Катя в аду, Сталин. В аду места для всех хватит. Для всех тиранов и диктаторов и угнетателей своего или соседнего народа. Вопросики, иншаллах. Я не знаю. Прямой эфир я ни с кем не делал, запросы пока не приходили. Я не знаю даже, можно показывает или не показывает. Запрос пока я не делал. Никто запросы не направлял, мне не доходило, по крайней мере. Если запрос будет, я приму, посмотрим, возможно ли сейчас сделать прямой эфир с кем-либо, чтобы было
возможно провести дебаты. Ну, вообще дискуссию. Башлам, осетины, аланы, да или нет? Да. Часть из них точно да. Аланы. Конечно. И они аланы, и адыги аланы, и карачаевцы аланы, и балкарцы аланы, и ногчи аланы, и ингуши аланы. Я думаю, даже вполне возможно, что часть кумыков тоже аланы теперь. До тебя не доходит запрос, адыги. Ну, может быть, у тебя не доходит. Не знаю, у других кто-нибудь отправлял запрос мне, чтобы было видно. Ибраим, ты можешь запрос отправить, проверить, чтобы видно тебя, слышно тебя? Ай, осталось 2 минуты, Ибраим, давай быстрее. Продолжить я не смогу, к сожалению. Мой трафик закончился. Тогда это не нация Алана, а просто государство. Конечно, аланское государство. Алана не нация. По крайней мере, не было. Когда смотрите через YouTube, смотрите через VPN. И Аланы, и Аланы. Ибраим, запрос Хаятан, давай проверим. Хотя осталось 1,5-2 минуты до конца эфира. Я хотел быстро проверить, видно будет тебя, слышно или нет. Ну, успеем ли мы или нет, я не знаю. Сохрани заставку, поставь какую-нибудь. Завтра постараюсь сделать эфир в 11, как всегда. Может, чуть раньше. Постараюсь. Если у меня получится. Так-то 2 человека сегодня немножко задонатили. Думаю, может, завтра сделаем. По крайней мере, на 1 час. Сейчас посмотрим. 50 секунд. На последние 50 секунд посмотрим, возможно ли принять эфир из Ассаламу алейкум. Deutschland. Запрос принял, нажал, но Ибрагима не видно. Может, последний конце. Ну ладно. Пишите в директ, лайкайте, подписывайтесь на наш YouTube канал. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если есть вопросы, пишите в директ. С вами был ваш брат Башлам. Всем здоровья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Постараемся завтра встретиться, завтра провести эфир тоже. Адекюэль, марш оэль.